ой, балам. Я как вспоминаю, как 18 минут, эр дайым ағлап отырамын. Я же помню это все, помню, балам. Инджифе Сетарова родилась в Кефе в 1934 году. Ее детство, как и детство многих крымско-татарских детей того времени, было омрачено войной. Она помнит те дни, когда беззаботная жизнь в один миг превратилась в борьбу за выживание. Жем башланғанда, мен бірінші классқа барып башладым. Десант түшкен кепеге умальде. Бір яқтан руслар бақырайдылар бізге: ложитесь! А мен яқтан лемселер. За воротами немцы были, а за сараем руслар бізікілер бар еді. Бізді дети, балалар, айды бомбоубежищеға қашамыз деп, бомбоубежищеға қашатан едік. Потом ендігі бомбить етелер бізлеріні, сонда школада қалды, епсі де қалды. Ондан лемселер келді, ана біздіңкілер кеттілер, койге кеттік, койге. Илер қалды шайтты. Ну, лемселер піші етмегендер. Лемсе солдатлар яшағанлар онда, епсі теміз еді біздің үйіміз. Когда немцы отступили, семья вернулась в родной дом, но жить в нем было не суждено. Выселение 1944 года Инджифе Сетарова помнит хорошо. Его она застала 10-летним ребенком. Вагоны, вот эти скот-вагоны, оларында көрдік біз, олардың түбінен кешіп, деңізге кететін едік. Қоңшыларымыз айтқандар, завалылар. Шабадин дегенер, бабам ады Шабадин. Смотри дегенер, сіздерін будут выселять дегенер. Бабам бір сөккен оларына. Почему меня будут выселять деген? Ночью пришли бізді выселять етмеге. Екі баласы бар еді, анаман бабам. Ана қысқардашым бар еді, мен едім. Нас выгнали, вытурили оттуда, из дома. И ничего не дали взять. Бабам вот так, он взял вот брезент вот такой, да, поселил и хотел туда положить это все тогда. Что ты делаешь, дейлер? Кені яқшы бабам бір күміс ақшасы бар екен. Ана шыны жебіне алады, ана оман бізді өлмедік аштан. Ой, вагонның іші шып еді, когда нас привезли туда, вагонда даже не то, что стоять мест не было. Бабам биттен ырбасынан көрінмеген, что за ткань там. Бабам бедный, как остановится, и все бегал по станциям, кушать искал. Потому что мы с собой ничего не взяли, не было. Так семья прибыла на одну из станций в Костромской области. Нас выселили куда? В центр России, Костромскую область, в леса, в болото. Нас туда, в эти бараки, туда загнали. Мы там были. И анама бабама дали пилу и топор, идите лес рубите. Аще да халк, ащ. Потому что если халк ульце, с голода уледи, а не болезнь или от простуды, там же 40 градусов мороз бывает. Болото барып, болото да жиятан едім, ягода. Ана перан, мынадай шанақлармен жиядым да сатайдым, сатып, стаканына қашаркапке сатып, өзіме пальто материал алған едім, шайтып өзім. У нас там одевать нечего. Бабам купил старую швейную машину. Ткани, как и попадутся, покрасит, а там лен растет. Оно как пакли вот этот самый лен. И вот с них она шила фуфайки нам. На ноги лапти одевали, и на каждую семью одну пару валенок давали. Мерзлую картошку копали, ходили в колхозные эти. Эта мерзлая картошка, она замерзает, и вот эту шелуху отдираешь, а içinde как крахмалды пши было. Они его натираешь, и лепешки пекли. На чужбине Инджифе ханым окончила 7 классов. Дальше учиться возможности не было. 17-летней девушкой ей пришлось работать на лесоповале. На другую станцию переехали. И потом в 11 лет я пошла в 1 класс. Ни одного слова русского не знала. В Крыму все по-татарски говорили. Кончила я 7 классов с хорошими оценками.
Брантов, когда она там на заводе работала, лесопилка была, а я в школу ходила тогда. А бабам тоже там на эстакаде сучкоробом работал. 17 лет было мне тогда, и я пошла в лес работать. Ну, я приемщицей работала, понимаешь, помощник мастера. Да, в России мы тоже плохо жили. Плохое и не вспоминается, и не хочется. В 1954 году семье Ситаровых удалось отыскать родных в Узбекистане. В Чечек приехали, там двоюродных братьев нашли. И мамы, и папы. И у всех вот такие комнатушки. И потом мы пошли на квартиру, оттуда начали лепить кирпичи вот такие саманные. И начали себе времянку строить. По блату устроили на обувную фабрику. Вот так. Работала я там 10 лет. А потом уже там замуж вышла. С мужем Кязимом Суюновым они стали родителями двоих детей. Однако брак их длился недолго. Вместе с детьми Инджифе Ханум сначала переехала в Генический район, а в 90-е годы, когда крымские татары массово возвращались на родину, в Крым вернулась и она. Но в родном Кефе ей поселиться не удалось. Она обосновалась с сыновьями в Ахмеджите. Надо трудиться и трудиться. Она была именно почти что мемброзом ясадом. Она балаларым ярдом етті, конечно, они делали все. А я больше узом старалась. Приезжала в Федосе. В Федосе на квартире была. Жила напротив своего дома на квартире у одной русской. А это татарский дом был. Это моя родина. Это такой цветущий рай. Сейчас Инджифе Бита 92 года. За ее плечами война, депортация, тяжелые годы на чужбине. Несмотря на все это, она смогла вернуться на родную землю. Здесь, в Крыму, она построила новый дом и сохранила главное – память о прошлом и связь с местом, которое всегда оставалось для нее родным.